Этот музыкальный ролик в соцсети разместил Рустам Минниханов. Так он поздравил всех татарстанцев с Днем защитника Отечества. Здравствуйте, это новости на ТНВ. И вот что у нас в этом выпуске. Экипаж машины боевой. Я играю на пианино, и все ловят релакс. Чем живут казанские танкисты, увидел Сергей Хайдаров. Не тот уровень стрельбы. В Татарстане предложили возобновить создание тиров для подготовки призывников. Чему в них обучают, узнавал Рамиль Шайдулин. Папы – самые главные защитники. Папа сильный. О мужском воспитании Лилия Кашварова. Необычные автогонки на юго-востоке республики. Как дают ретро-автомобилям новую жизнь и для чего? Филюза Хамидуллина. Играют на музыкальных инструментах, успевают заниматься учебой, спортом и даже воюют на виртуальных танках. Как живут будущие защитники Родины? Наша съемочная группа все увидела в Казанском танковом училище. Накануне легендарному учебному заведению исполнилось 100 лет. Как изменилось училище за век и чем живут современные танкисты, расскажет Сергей Хайдаров. Боевые действия, пусть и виртуальные, для курсантов прямо в училище. Оборудование здесь переплюнет по реалистичности любой компьютерный симулятор. Диспетчер дает подсказки по связи, экипаж ведет бой с противником и даже кабину танка потряхивает. Полностью повторяет его движение, направление поворота башни и точность отработка нормативов по стрельбе. Этот страх уходит, и сейчас я могу сказать, что на тренажерах не так страшно. Да и в технике мы уже все привыкли. Почувствовать себя самым настоящим танкистом сегодня могу даже я, благодаря этому тренажеру. Правда, оказаться внутри будет достаточно сложно, учитывая мой рост 185. Как видите, здесь достаточно тесно. Я, например, еле уместился, и невольно в голову приходит вывод, что большой танкист – это плохой танкист. Кстати, рост – это главный критерий их отбора. Свою историю училище ведется на 1866 года. С тех пор здесь менялось многое. Названия, люди, здания, оборудование. Но слова «честь», «долг» и «дружба» для танкистов главные и сейчас. Это тоже училище. В этой комнате танкисты отдыхают, играют в шахматы, смотрят телевизор. Но, как говорит Саша Осипенко, лучше музыки для танкиста нет ничего. По вечерам мы собираемся, пьем чай, я играю на пианино, и все ловят релакс. Крепнут и мужают курсанты в этом же корпусе. Здесь для них небольшая тренажерка. Если танки грязи не боятся, то танкисты, напротив, приводят форму в порядок в отдельном кабинете. Кстати, у танкистов даже есть парикмахер. Как правило, это кто-то из своих. Образец прически для военнослужащего. Не маленький выбор. Никак нет. За плечами училища вековая история, напоминать которую теперь будет памятник героям-танкистам. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. С Днем защитника Отечества татарстанцев поздравил исполняющий обязанности премьер-министра Рустам Нигматуллин. Этот праздник является данью глубокого уважения тем, кто служил на благо Отечества, несет сейчас боевую вахту или только готовится вступить в ряды российской армии. Значительный вклад в повышение обороноспособности страны вносит и наша республика. Высокий потенциал предприятий ВПК позволяет выполнять самые сложные оборонные заказы, обеспечивая армию и флот современным вооружением и техникой. В этот праздничный день желаю всем татарстанцам мирного неба, крепкого здоровья, успехов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. В Казани 23 февраля отметили флешмобами, концертами и патриотическими акциями. Мероприятия прошли по торговым центрам, паркам и музеям столицы. Здесь поздравили не только людей в погонах, но и всех мужчин-защитников в самом широком смысле слова. О праздничной картине дня Алина Мусина. Итак, первый этап 1 на 1. Что нам снег да мороз, когда всей семьей на праздник? Ажиотаж сегодня на Кремлевской набережной. Семьи играют в зорницу, холостяки проходят курс молодого бойца, но побеждает настоящий семьянин. Показать сыну пример, как надо добиваться успехов, что надо быть мужественным, сильным, целеустремленным.
В Нацмузее сегодня не до экспозиции. Детям раздают автоматы, правда, игрушечные. Взрослые учатся владеть первобытным луком, мечом и соревнуются в сборке и разборке оружия времен Великой Отечественной войны. Человек, который попадает в музей, может пройти 9 испытаний на разные эпохи от первобытного общества, то есть умение владеть топором, до современности, сборки, разборки оружия. Флешмоб-сюрприз для защитников Отечества подготовил оркестр управления Росгвардии по Татарстану. В одном из торговых центров музыканты порадовали зрителей популярными песнями военных лет. Равнодушным не остался никто. Не понравилось, не ожидали. Пришли с ребенком поздравить его с 23 февраля, купить ему подарки, и тут неожиданность приятная такая. Очень все понравилось, молодцы ребята. В этот день Казань не только гуляла, но и вспоминала тех, кто отдал свои жизни, сражаясь за Родину. В парке Победы эстафета «Дорога памяти». Она посвящена 75-летию освобождения Белоруссии и 74-й годовщине Победы. Впереди 10 городов. Специальную капсулу соберут землю с полей сражений. Совершится эстафета в мае у стен Брестской крепости. Великая Отечественная война запечатлится большой ценой, которую заплатила республика за победу. Более 400 тысяч воинов осталось на полях сражений Великой Отечественной войны. Алина Мусина, Салават Мухаммадуллин, Игорь Романов, Алмаз Зиединов, ТНВ «Казань». Отваге русского солдата, храбрости бойцов, подвигу и мужеству ветеранов. Сегодня праздничные площадки по всей республике. Это не только творческие номера и торжественные марши. Участники делились солдатскими воспоминаниями, а некоторые даже получили презенты от автоинспекторов. Подробнее Юлия Муратова. Память о тех, кто прошел дорогами войны и кто не вернулся в родной дом. Слова признательности защитникам Родины в Челнах. Здесь проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной. Среди них 5 блокадников Ленинграда. В городе уже 4 года действует общественная организация для участников боевых действий. Светлую память солдат, которые так и не вернулись, почтили возложением цветов и минутой молчания у мемориала «Родина-мать». Служил в Саратове, в гарнизонном госпитале, и стоматологом был, и хирургом был. Потом в Чечне. Наши ребят жалко там остались. Мой папа, Нурулин Эдуард Анасович, служил в советской армии. В моем альбоме есть его фотографии. А в Нурлате праздник начался с дембельских воспоминаний. Альбомы с солдатскими фотографиями своих отцов принесли школьники. Самыми памятными снимками поделились с гостями праздника. На сцене песни военных лет, слова благодарности и подарки. Под занавес торжественный марш и возложение венков к вечному огню. Я служил на флоте подводником 3 года. Я и своих учеников тоже воспитываю в таком же духе, что надо служить в армии. Сегодня день особенный, ведь праздник 23 февраля. В Елабуге торжества развернулись в городском дворце культуры. Здесь почетными грамотами и памятными медалями отметили участников афганской войны. Сегодня в городе проживают более 600 ветеранов, прошедших горячие точки. В этот же день главный документ своей жизни – паспорт – получили 3 елабужан. Конечно, много разговоров, нужна была эта война, но мы, 18-летние ребята, конечно, с честью выполнили свои интернациональные долги. Это вам от нас. Спасибо большое. Носочек с отражающими элементами, чтобы в темное время суток вас было видно. Убегай еще. С праздником вас еще раз. Спасибо. Нижнекамских мужчин поздравили сотрудники ГАИ. Остановить машину, чтобы поздравить и вручить презент. Носки, сертификат на мойку автомобиля, игрушечные дорожные знаки для детей. Такое необычное 23 февраля от инспекторов здесь ежегодная акция. Очень приятно. И, как говорится, в дальнейшем сейчас машину помоем и поставим, и будем отмечать. Интернет гремит, то, что мужчинам дарят носки. Здесь мы чуть переделали этот момент и для безопасного движения установить светоотражающие элементы. Юлия Муратова, Фахри Исламов, Фанис Ихсанов, ТНВ, Нижнекамск, Нурлат, Елабуга, Набережные Челны. О праздновании 23 февраля мы еще поговорим, а пока к другим новостям. Рустам Минниханов сегодня прокомментировал гибель детей в деревне Новый Сардек, Купорского района, назвав ее огромной трагедией. Напомним, несчастье случилось вчера. 2 ребенка 3 и 6 лет остались одни, запертыми дома. В это время родители находились в райцентре, в управлении соцзащиты. Случился пожар, спасти малышей не удалось. Президент во время совещания в Доме правительства обратился к министру соцзащиты с требованием необходимости внедрения электронной системы обращений. Нам надо внедрить электронную
формы, чтобы люди не ездили, чтобы детей не бросали. Неужели нельзя нам как-то это сделать? Это же трагедия, это огромная трагедия для всех. Застревают на снегоходах посреди реки или сразу проваливаются под лед. Сегодня на реке Волга в Лаишевском районе прошел не совсем обычный рейд. На лед вышли спасатели, полицейские, а также сотрудники Гостехнадзора и Рыбнадзора. Кто-то ловит рыбу в неположенном месте, а у кого-то нет документов на снегоход. Кстати, как нам сообщили, только в этом году под лед провалились 12 снегоходов. Спасли 32 человека. Чем опасна такая рыбалка? Об этом подробнее далее. 5 минут на льду, и вот он, первый снегоход. Увидеть столько людей в погонах рыбаки точно не ожидали. Вопросы возникли у Гостехнадзора. Техосмотр только не прошли? Да. Больше претензий не было? Не было? И тут он слукавил. Еще один протокол выписал Рыбнадзор. Как оказалось, это охраняемая зона. Рыбачить здесь нельзя. Километр, говорит, от берега. Километр-то есть. А они считают, что нельзя? Они считают, что нельзя. От Верхнего Слона до населенного пункта Лобышки существует зимовальная яма, поэтому рыбачить 1,5 километра от правого берега реки Волга, то есть Кубышского водохранилища, запрет. Едем дальше, навстречу еще 5 рыбаков. Протоколов выписали столько же. А тут нигде не написано, просто написано охранная эта зона, а мы же сюда не заезжаем. Адреналин маленько поймать, хоть что-то это, мы ничего и не ловим. Полиция, Гостехнадзор, Рыбнадзор. Если они рыбаков сегодня штрафуют, то спасатели предупреждают, на снегоходах в это время передвигаться по льду опасно. Как рассказывают спасатели, одной из самых больших опасностей для снегоходов представляет вот такая вот каша, которая образуется ближе к весне. По ней снегоход проехать не может, застревает на месте, ну а рыбак рискует получить переохлаждение. Уже было реагировано на 12 подобных происшествий, связанных с провалом снегоходов под лед. Спасено 32 человека. Таких опасных зон в республике 47. Все они указаны на специальной карте на сайте МЧС. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. На посевной неплохо могут заработать частники. Их нужно активнее в эти работы вовлекать. Об этом говорил сегодня президент Рустам Минниханов. На утреннем совещании обсуждали, как провести весенние полевые работы в условиях нехватки техники. Как сообщил Марат Ахметов, на поля этой весной выйдут 11 тысяч тракторов. Но это лишь 60% от необходимого количества. При этом у участников в деревнях есть 13 тысяч единиц машин. Президент попросил этот резерв тоже задействовать. Участники имеют технику, и для них будет заработок. Марат Гудович, давайте эту систему как-то поставим, эту работу на системную основу. Значит, меры там, поддержки, там, можно там, оплату сделать, там, ремонт, там, это. Ну, техника должна работать. Что нужно, чтобы стать защитником? Например, научиться метко стрелять до армии. Для этого раньше в республике были тиры. И это был один из пунктов предвоенной подготовки. Ввел ее ДОСААФ. До 90-х годов в структуре общества тиров было больше 40. Где сегодня на гражданке потренировать навыки стрелка, искал Рамиль Шайдулин. Цель – самый центр мишени, в руках аналог боевой винтовки. В этом тире стреляют именно из такого оружия. Дмитрий Исаев уверен, знания точно пригодятся, если придется стрелять из боевого. Будет же опыт, умение заряжать оружие, умение правильно целиться, рассчитывать даже расстояние до мишени. Поэтому, думаю, будет легче. Тир ориентирован на школьников. За 2 месяца здесь успевают пострелять порядка 400 человек. Сначала с ребятами работают инструкторы, после – огневой рубеж. Необходимо изучить технику безопасного обращения с оружием, основные устройства и назначения оружия, сборка-разборка, затем пневматическое оружие. Здесь ребята стреляют из разного оружия. Есть и револьверы, и винтовки, что привычно для тира, но есть и автоматы, что более привычно для армии. Научить владеть оружием будущего призывника – это одна из целей тира. Он входит в структуру ДОСААФ. Основными направлениями работы республиканской организации ДОСААФ являются
подготовка граждан Российской Федерации по военным специальностям, подлежащих призыву в военную службу. Сейчас не все призывники могут стрелять, говорит руководитель ДОСААФа. Одна из причин – тиров осталось 2 на всю республику. Дамир Дзениулов предложил разработать программу по их строительству. Депутат Рафил Нугуманов идею поддерживает. Не просто ведь в школах было в советское время, в каждой школе были военруки, в каждой школе изучали военное дело. Много школы имели свои тиры. Если мы научим детей уже в школе, в армии они придут уже подготовленные, и служба будет идти лучше. Огонь! После армии некоторые ребята выбирают службу в МВД. Вот здесь сотрудники обязаны владеть оружием на все 100. Федеральным законом сотрудникам полиции представлено право применения табельного оружия для защиты граждан от посягательств, в том числе и самих сотрудников полиции. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования владения табельным огнестрельным оружием. На обучение стрельбе уходит полгода. Еще доармейская подготовка и сама служба – это пара лет опыта стрельбы. Его силовики считают большим плюсом. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Самые сильные защитники, как известно, это папы. Сегодня отцы Казани попробовали свои силы в делах пожарных. Эстафеты, выставка техники и полевая кухня развернулись в Парке Победы. О том, как воспитать защитника, Лилия Кашфарова. Руслану 5 уже точно знает, папа может, и папа Альберт может и кричалку сочинить, и эстафету пробежать, и в пожарного превратиться. Папа сильный. Сильные папы признаются, для мужского воспитания полезно и технику опробовать, и себя испытать, и на действующих защитников посмотреть, подрастающих подготовить. Это же будущий защитник, и чтобы он знал, как это происходит. Снегоболотоход, автоцистерна, коленчатый подъемник, костюмы, каски, все, что можно потрогать, примерить и проверить на себе. АКП-50 поднимается на высоту 50 метров, чтобы эвакуировать людей с 17-го этажа. Думать о страхе возможности нет. Нужно думать о людях. Вот и сегодня все о людях, только о маленьких. Мальчишки мечтают о пожарной службе, пожарные понимают, это важно. Выбрать свою отважную и правильную профессию. Ребенок у меня хочет стать пожарником, поэтому мы пришли посмотреть. Хочу спасать жизни людей. Показать ребенку, во-первых, как, что, для чего, зачем. Чтобы не замерзли, полевая кухня. Учиться мужеству холодно, но ничего. Тяжело в учении, легко в бою. Лилия Кашфарова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. 140 лучших идей авиаконструкции, планеры, радиоуправляемые самолеты. Сегодня свои летательные модели представили школьники со всей республики. В Казани прошли соревнования по авиамоделированию. С чего начинается большая авиация, увидела Юлия Муратова. Данная модель класса F3P предназначена для комнатного пилотажа, либо полетов в небольших залах. Регулятор скорости и руль поворота. 16-летний Михаил Евгеньев сам конструирует радиоуправляемый самолет. Авиамоделированием занимается последние 5 лет. Пилотаж этой крылатой птицы теперь оценили и опытные профессионалы. Ребенок создает какую-то свою уникальную модель, чтобы потом запустить ее и проверить, как-то соотнести с остальными, посмотреть результаты свои. Это инновация, робототехника, авиамодельный спорт остается в топе любимых хобби детей. Виктория Куликова мечтает о небе, но пока делает только первые шаги на пути в большую авиацию. Недавно созданный планер теперь в борьбе за победу. Любимый самолет. У нас в классе есть шаблоны, по которым мы вырезаем, а наш преподаватель Александр Геннадьевич помогает нам делать какие-нибудь Здесь собрались 140 школьников, самым младшим 7 лет. На площадке лучшие инженерные идеи ребят со всей республики. Вниманию увлеченных 5 классов моделей, от схематических планеров до самолетов на электродвигателе. Результат, что будет больше команд, и что ребята, которые делают свои первые шаги в авиацию, именно начиная с маленькой модели, они в этой авиации и останутся, и будут теми крыльями, которые будут защищать нашу родину. Самые искусные пилотажи, дальность полета, лучшие результаты отметили денежными премиями и наборами инструментов. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
За рулем смелый и отважный мужчина, а на старте запорожцы, маленькие, проворные и с оригинальным двигателем. Сегодня в Лениногорске прошел ретро-кросс. В этом году количество участников рекордное, порядка 30 машин. Приехали со всего юго-востока Татарстана. Кто примчался первым, а кто и метра не проехал, увидела Филюза Хамидуллина. Его запорожец моложе его самого на 20 лет, но это не мешает их тандему. На этом автошоу Владислав Кириллов впервые приехал из Альметьевска. Машина моего детства, я с детства ее разбирал. Сколько себя помню, первая машина, на которой я научился ездить. Длина трассы 10 километров. Скоростное маневрирование зависит от подготовки. Ну и, конечно же, от технических данных самой машины. Испытываем, неполадки пошли, допустим, можем в день, допустим, 3 раза снять двигатель. Это не машина, это чудо. Вы понимаете, это просто чудо творения человечества. Не каждый день сейчас увидишь запорожец, да еще на автошоу. Сюда зрители приезжают специально со всего юго-востока республики. И именно 23 февраля. Альметьевск, Лениногорск, Бугульма. В этом году на автошоу рекордное количество участников, порядка 30 гонщиков вышли на старт. К шоу они готовятся заранее, и главное правило – у ретро-запорожцев должен быть родной двигатель. Идея проведения этих соревнований принадлежит Фаязу Ибрагимову. Фарид Харюлович, как президент клуба любителей старейшей техники, поддержал эту идею. Посмотреть и поболеть. На трибунах аншлаг. Радует, что молодежь участвует, и взрослые, и все поддерживают. И этот праздник, чтобы продолжался, чтобы имя Фаяза Ибрагимовича всегда было в престиже. Призовой фонд соревнований 50 тысяч рублей от имени президента авторетро-клуб ГАЗ-21 «Волга». Главный приз – путевка в санаторий достался Валерию Васильеву из Лениногорска. Главное отдохнуть, получить массу удовольствия от этого. Это самое главное. За место, честно, я даже за этим не гнался. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорский район. Что подарить мужчине на 23 февраля? Что выбрать? Ответ ищут женщины всей страны. И, как показывает опрос в ЦИОМ, ожидания и реальность не совпадают. Оказалось, представители сильной половины ждут на 23 февраля турпутевку, автомобиль, билеты на концерт. Не против получить и просто деньги. Однако женщины выбирают абсолютно другое. В топ женских подарков входят парфюмерия, сувениры, одежда и обувь. Выбирая, что же дарить, женщины просто угадывают. Другие спрашивают напрямую. И третий покупает то, что по карману. Весь коллектив нашего телеканала поздравляет мужчин с 23 февраля. Желает всегда быть в форме, но лишь в переносном смысле этого слова. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. А все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всего вам доброго. Всем привет! Суббота, вечер, вы уже убрали свои смартфоны, сидите перед телевизорами в ожидании свежих и интересных новостей интернета. Ну и, конечно же, всех, кто служил, всех, кто не служил, всех, кто не служил, но говорит, что служил, всех, кто служил на даче военкома, всех тех, кто не служил, но всем показывает свой военный билет и фотки в военной форме. Короче, всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Это рубрика «В сети». Начнем! И сразу же видео, которое обошло уже весь Рунет и в том числе до сих пор обсуждается у нас в республике. В Челябинске сотрудник ДПС остановил движение на дороге, чтобы перевести через дорогу хромую собаку. Ну все, Челябинск теперь нельзя назвать суровым городом. Он же теперь супер-мимимишный. А сотрудники ДПС такие пусюсюсечки, пишут пользователи в интернете. Вернемся в Казань. Тут у нас вообще весело. Сотрудник одного из казанских офисов решил покормить ворону, но ворона-то оказалась хитрее, чем кажется. Причем они увидели в ней кого-то из своих. Это, может, в прошлой жизни кто-то из наших. Сотрудники наивно пустили ее с целью покормить и согреть, но ворона сделала свое хитрое дело. Нормальная птица, ей холодно, пожрать пришла. Чего вы боитесь? Вот, молодец, такая классная. Такие вот они, татарстанские вороны, умные и очень хитрые. Будьте осторожны. Все, наверное, уже заметили, как много снега выпало в этом году. И один казанец решил использовать это с целью радости для своих соседей. 20 дней, 80 тонн снега. Итог
10-метровый снеговик. Вуаля! Это все он сделал ради конкурса, чтобы выиграть 100 тысяч рублей. Но самое интересное, что пока он лепил сам один вручную этого снеговика-великана, он побил рекорд Гиннесса России. Предыдущий был почти 9,5 метров, а он дошел до 10. А имя его Гаяс Искандеров. Красавец! Кто-то лепит снеговика, а кто-то все ждет и ждет, когда же приедет снегоуборочная машина или трактор и очистит улицы. И вот когда приезжает трактор, у жителей наступает неописуемая радость. Вот так, например, один казанец встречал машину, которая приехала, чтобы почистить его двор. Радости парня нет предела. Только вот непонятно, трактор приехал и он начал так радоваться, или он так бился об землю и своими шаманскими танцами вызвал его. Но итог один – чистый двор, и мы счастливы. Ну и пока далеко не уехали, наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Неделя Рустама Минниханова началась на международной оборонной выставке в Абу-Даби. Причем выглядит все как в компьютерной игре, только все вживую. Я бы тоже там погонял. А это наш президент с бронированным лимузином. Я бы назвал это фото так. С фоткой типа моя. Один пользователь просит Рустама Минниханова купить эту машину и взять его водителем. Затем рабочая поездка в Германию и много-много деловых встреч. А вот потом президент показал нам промышленный беспилотник. Выглядит, конечно, как какая-то железная коробка, но вроде даже на ветру держится. И милое фото с Чулпан Хаматы. Видимо, обсуждали, как проходят съемки фильма «Зулейха открывает глаза». 21 февраля ежегодно отмечается Всемирный день экскурсовода. К этому празднику мы совместно с поисковой системой Яндекс подготовили статистику поисковых запросов про путешествия, экскурсии и достопримечательности. Рейтинги составлены на основе запросов пользователей со всей России. Например, рейтинг городов и стран, экскурсии в которых чаще всего ищут путешественники. На первом месте Москва, но недалеко. А только на 7-й позиции наша Казань. Думаю, это очень хороший результат. В рейтинге по поиску путеводителей наряду с Прагой, Римом, Барселоной, угадайте кто? Правильно, наша любимая Казань. А в рейтинге по достопримечательностям мы на 3-м месте после Питера и Москвы. Так что знайте, что Казань очень интересный и, самое главное, гостеприимный город. Добро пожаловать! И напоследок вам вот такие вот милые собачки в зимней обуви. Это была рубрика «В сети». Увидимся через неделю. Пока! Здравствуйте! Поговорим о погоде после интересной информации. Изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатиты по европейским стандартам, без боли операции, на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292-66-77. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики прохладно и снежно, до -9. На северо-востоке Татарстана похожая погода, не обойдется без осадков. На севере Татарстана -8, -9. Днем местами снегопады. На северо-западе республики не выше -9. Пройдет снег. На юго-западе Татарстана -7, -8. Не обойдется без осадков. В центре Татарстана прохладно до -9. Пройдет снег. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» уже 20 лет помогает людям сохранять зрение. Весь февраль хирургия катаракты 38 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение косоглазия от 16 тысяч рублей за один глаз. Клиника «Третий глаз». Мы ясно видим картину дня и предлагаем лучшее. Передовые технологии в современном лечении и диагностике глаукомы и катаракты. Коррекция зрения на уникальном японском оборудовании. Клиника «Третий глаз». 202-202-8.
Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Компания «Торговый дом Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные из заводов-изготовителей по самым выгодным ценам. Мы готовы стать вашим надежным партнером. В Казани ожидается малооблачный день, местами снег. Днем -7, -9. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. В магнитном поле Земли спокойно. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост».